Ассаляму алейкум, здравствуйте! С вами программа «История крымских татар» и ее ведущий, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета имени Фивзия Кубова, кандидат исторических наук Эмиль Сейдалиев. И сегодня мы с вами познакомимся с ранней историей крымских татар, неразрывно связанной с первой столицей Крымского ханства, административным центром крымского юрта Улуса Джучи, городом Салхат или Крым, современный Старый Крым. Именно ему обязан своим названием наш полуостров. Именно тут, на стыке степной и предгорной частей Крыма, в начале второй половины XIII века возникает изначально поселение, или, что более вероятно, почтовая станция – Ям. Отсюда ямская служба «Ямщики» в России. Эта почтовая станция постепенно перерастает в поселение, а потом становится крупным городом. Город этот известен нам из данных письменных источников под названием Крым или Салхат. Происхождение названия города – вопрос очень обширный и до сих пор дискуссионный. Место расположения столицы Золотоордынского Крыма было выбрано не случайно. Именно тут лучше всего контролировать торговые пути из приморских центров Крыма, Судака и Кафы, в обширные степи Дашты-Кыпчака и далее на восток. Вероятно, поселение здесь возникает синхронно с почтовой станцией. Сообщение об этом содержится у арабского автора Аль-Муфадаля, который пишет, что здесь проходило посольство к золотоордынскому хану Берке от египетского султана Бейбарса. Встречал это посольство местный правитель, кипчак по происхождению Табук. И вот в его распоряжении находились так называемые лошади Юлак, которые обеспечивали эту почтовую станцию. Именно он был уполномочен администрацией золотоордынского хана встречать египетского посла эмира Фарисаддина Акуша Аль-Масуди у причалов Судака летом 1264 года. Кортеж с высокопоставленным гостем отправляется из Судака в Крым-Салхат, по-видимому, утром следующего дня после традиционной заревой молитвы, то есть утреннего намаза. По Ибн Абдез-Захиру переезд от Судакского берега до этой деревни Салхата продолжается один день. Позволив себе ночной отдых, посол и его спутники в сопровождении правителя Крыма однодневным переходом отправились в степную ставку темника Тук-Буга. По-видимому, ставка темника располагалась к северо-востоку от Крымского Яма на стыке степного Крыма и, собственно, Дашты-Кыпчака, а сами переходы между почтовыми станциями занимали не более 5 форсахов – 25-30 километров. Обратите внимание, как хорошо просматриваются отсюда и степи, и Феодосия, средневековая Кафа. Вряд ли крупный караван мог пройти незамеченным здесь и по направлению к морю, и в степи. Контроль торговых путей, грамотная политика по сбору таможенных пошлин позволили Салхату быстро превратиться в крупный экономический и культурный центр региона. Городской облик городу, по мнению Марка Григорьевича Крамаровского, вот уже более 40 лет изучающего Старый Крым, придавали местные рынки, базары, ежедневные или еженедельные. Их функционирование не могло обеспечиваться без мелкой медной монеты. Такая монета начала чеканиться, вероятно, в 60-70-е годы XIII века. Обеспечение этих базаров, предположительно, один из них располагался здесь за крепостными стенами, продуктами, ремесленными изделиями или сырьем было возможно только при наличии развитой сельской округи у города. И здесь это тоже имеется. Степная часть, вероятно, давала Салхату продукты сельского хозяйства, а к югу от города, в предгорьях, располагались гончарные поселения. Тут было все необходимое сырье – глина, дрова и вода. На территории города известны и другие ремесленные мастерские, а также инструменты и продукция стеклоделов, кузнецов, камнетесов и многих других мастеров. Город расположен в живописной долине, которая огорожена от степи с севера, отрогом горы Малая Гармыш, или, как его называют крымские татары, Таза-Гармыш, Лысая Гармыш. Дело в том, что его склоны, в отличие от Большого Гармыша, никогда не были покрыты лесной растительностью. Ни в древности, ни сейчас. Это место самой природой было предназначено для того, чтобы здесь были построены оборонительные сооружения. Но они появились тут не сразу. Город формируется на торговом тракте, и, по мнению археологов, изучавших его, об этом свидетельствуют 5 мечетей, расположенных вдоль дороги с юго-запада на северо-восток. Первая квартальная мечеть была построена в Салхате в 1263 году. К сожалению, до наших дней она не сохранилась. Местоположение ее неизвестно. Но уже сам факт появления этой мечети может свидетельствовать об усилении мусульманской партии в Золотоордынском государстве.
В 1265 году из византийского плена Ногаем был освобожден бывший иконийский султан Иззад-Дин Кавуз II. В кормлении ему в Золотой Орде были переданы два города – Судак и Салхат. Скорее всего, экс-султан Рума перебрался в Крым вместе со своими соратниками, что внесло значительный культурный вклад в формирование как в частности исламского вектора развития города, так и в общекультурном пространстве Золотоордынской столицы полуострова. Таким образом, сельджукская линия стала еще одной важной составляющей культурной традиции крымского ислама, наряду со степной линией и столицей Орды городом Сарай на Волге, представленной кипчакским компонентом и связями с мамлюкским Египтом. Сельджукская линия также оказала значительное влияние на архитектуру, керамику и искусство художественного металла Крыма этого периода. Что касается размеров города, то, основываясь на результатах археологических исследований и план-схеме, составленной русским военным топографом в конце XVIII века, площадь города, вероятно, составляла около 2,2 квадратных километра. Город такого размера, по подсчетам ученых, могли населять около 10 тысяч человек, что по меркам крымского средневековья достаточно большой город. Как видим по численности населения, Салхат не уступал современному городу, да и по площади городской застройки был близок к нему. Он сохранял свое величие вплоть до конца XIV века, и хотя общий кризис в государстве, так называемая Великая Замятня, оказала свое влияние и на Старый Крым, тем не менее он стал столицей Крымского ханства, а вернее сюда был перенесен центр власти Золотой Орды. Изначально город не был укреплен, его хозяевам было некого бояться в этих землях. Но постепенно, раздираемая внутренним противостоянием претендентов на ханский престол, Золотая Орда ослабевает. Местная власть осознает необходимость строительства оборонительных сооружений и начинает их возведение. О дате, месте и обстоятельствах сооружения сообщают нам и письменные, и археологические источники. В 2009-2012 годах на отроге горы Малая Гармыш, а также на полях у его подножия, были обнаружены остатки крепостных стен, а также вала и рва. Вал и ров, так как расположены были на виноградниках, очень пострадали при его распашке. Всего же вал сохранился на высоту до 70 сантиметров. Ров был расположен к востоку от вала, его глубина составляла около 3 метров. Основание рва было выложено бутовым камнем. Данные этих раскопок были подтверждены письменными источниками. О начале сооружения первых фортификационных сооружений Салхата Крыма в виде рвов и валов сообщает армянский источник под 1363 годом. Эта запись сделана очевидцем, проживающим в армянском квартале Салхата Шибнис, Верхний. Им оказался один из сыновей известного в Крыму миниатюриста и каллиграфа Натера из Баберда, писец Степанос из скриптория храма святого Саргиса. Здесь приведен перевод извлечения текста 1363 года по каталогу армянских рукописей Британского музея. «И в сие же время великое смятение царит от правителей земных, ибо нет царя во главе, чтобы сотворил мир, по словам Господа. Всякое царство, разделившееся, само в себе опустеет. И вот роет глава города ров вокруг города, и многие дома разрушает до основания, и разрушения бесчисленны, и все в страхе». В строках Степаноса не названо имя главы города, отдавшего приказ начать строительство рва. Не обозначен противник или причина события, серьезно напугавшего жителей Салхата. Крепостные стены, вероятно, появляются после вала и рва. И в этом случае, опираясь на данные письменных, картографических и археологических источников, удалось выявить вторую фортификационную линию обороны. На плане города, составленном в 1783 году русским военным топографом Иваном Лютовым, прослеживается крепостная стена с общим периметром около 6000 метров. В исторических свидетельствах стены Салхата Крыма впервые упомянуты лишь в середине 15 века венецианцем Иосафатом Барбаром, справедливо называющим Салхат не крепостью, а поселением, обнесенным стеной. Косвенное упоминание стен за десятилетие до Барбара принадлежит Перотафуру, посетившему Кафу в 1438 году. В середине 17 века турецкий путешественник Эвлия Челеби в легенде о крепости Карым-Кермен, построенный якобы под покровительством короля Судака на средства некогда ограбленных купцов, видел остатки стен Салхата. Он даже обмерил их шагами по периметру. Обмер составил 17 тысяч шагов. Стены, по свидетельству путешественника, были сложны из гладко отесанных каменных блоков. В результате археологических исследований
На 5 участках были локализованы остатки крепостной стены и оборонительных башен. Ширина стены 2–2,5 метра. На некоторых участках от нее осталась лишь траншея шириной до 1,5 метров. Стена была сложена из крупного бутового камня с заполнением мелким камнем на известковом растворе. А также она была облицована хорошо отесанными плитами, что прослеживается в строительных традициях других объектов Салхата. С севера к этой стене обычно примыкала оборонительная башня. Таких башен было локализовано 3. Оборонительный комплекс Салхата возникает в короткое время между 1362 и 1380 годами. Он состоял из 2 разномасштабных этапов, первый из которых, ров и земляной вал, был задуман Кутлу-Бугой, и его строительство относится к 1362-1365 годам. Второй – каменные стены периоду 1375-1380 годов. Он был спланирован и осуществлен Мамаем. Судя по планиметрии, инженерной связи между комплексами нет. Каждый из них был вызван к жизни своими причинами, целеполаганием и техническими параметрами. Первый был предназначен для обороны города от литовской угрозы, а второй – генуэзской. Строительство стен и значительная часть истории города неразрывно связана с именем великого темника Мамая. В восточной части Салхатского городища расположен курган Кемаль-Ата. Устная городская традиция связывает его с могилой мусульманского святого Азиз. Данные письменных источников также подтверждают это. Ивлия Челеби в XVII веке отмечал, что этот курган расположен у Кафинских ворот. Затем, опять же на рынке возле благородной могилы святого Кемаль-Ата Султана, Тарих на источнике живой воды. Из воды все живое, а также для души Кемаль-Ата Фатиха, год 1057 или 1647 год. Зияет Кемаль-Ата Султана – это святая могила. Итальянец Эмидио Досколи пишет про Салхат, что он красиво расположен на небольшом возвышении, пользуется прекрасным воздухом и обильно снабжен чистейшей водой. Поблизости находится могила татарина, слывущего святым. Археологические исследования на кургане Кемаль-Ата были начаты Старокрымской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством доктора исторических наук Марка Григорьевича Крамаровского в 1994 году и продолжались до 1996 года. В ходе исследований автором раскопок Марком Григорьевичем Крамаровским были сделаны следующие предварительные выводы. Погребения в кургане начинают совершаться в эпоху энеолита и продолжаются в эпоху бронзы. Средневековые погребения на территории кургана начинают появляться в XIV веке. И уже далее прилегающая часть использовалась как мусульманское кладбище вплоть до XVII века. Именно здесь, в центральной части кургана, было обнаружено одно очень интересное погребение. В дальнейшем на территории кургана было обнаружено средневековое погребение, которое, по предположению Марка Григорьевича Крамаровского, было определено как погребение Беклеребека Золотой Орды Мамая, в пользу чего говорит и второе название насыпи – курган Мамая. Так он отмечен и на различных планах и схемах города. Мамай был темником и происходил из тюркского рода каятов. Вероятно, его происхождение также связано с Салхатом. По разным данным, в противостоянии с Токтамышем Мамай проиграл и вынужден был бежать в Крым, где спрятался в Кафе. Но в Кафе он был убит, и убийцы выдали его тело жителям Салхата. Мусульманская община похоронила Мамая, но за пределами городских стен. Предположительно, Мамай родился на рубеже 1320-1330-х годов, вероятно, в Крыму. По мнению ряда авторов, в детстве дружил с будущим ханом Бердибеком, и, может быть, поэтому и благодаря своим личным качествам с 1357 года Мамай становится Беклеребеком, беком над беками. Именно с этого момента он был назначен наместником Крыма и всего правого крыла улуса Джучи. На связь Мамая с Салхатом косвенно указывает крымский историк XVIII века Абдельгафар Кареми. В своем сочинении он пишет, что происходит из рода Мамая, а также рассказывает историю о своем далеком предке. Вот что пишет Кареми о встрече Мамая и Токтамыша. Хан Токтамыш прошел через реку Дон, пришел к берегу реки Днепр, отправил человека в Москву, потребовал казны. В тот момент они проходили между Волгой и Днепром, и все большое правое побережье было переполнено людьми правой руки. Ни одно место не было пустым. Орда Мамайбега была на Елкы, вытекающей из Днепра. Мавзолеи, стоящие там до сегодняшнего дня, принадлежат им. Кочуя, Токтамыш прибыл в гости к Мамайбегу.
Супругой Мамай-бега была дочь покойного Джанибек-хана и сестра Бердибек-хана Бисулу-хануш. Он пришел под предлогом повидаться с ней. Бег подготовил великолепные угощения и вел себя очень величественно. Он с почестями встретил Тохтамыша и Рек-Тимура. Но их целью было убить Бега. В стороне направления Кыблы от реки Елкы Бег соорудил большие юрты и поставил шахские шатры и несколько дней оказывал им великие почести. Так, по мнению Абдульгафара Кареми, закончился жизненный путь всесильного Беклеребека. К сожалению, на данном этапе исследований нам достоверно неизвестно, где был убит и где похоронен великий Мамай. Но мы знаем точно, что вся его жизнь была тесно связана с историей западной части Улуса Джучи и Крыма в частности. Вероятно, Крым был вотчинным владением Мамая, потому что тот же Кареми сообщал, что одинокий бродячий Каят Мамай-бек, будучи черным человеком, забрав все население правой руки, живет в стороне Крыма. По мнению ряда авторов, именно Крым был административным центром правого крыла Золотой Орды, и именно его наместник имел право сбора налогов и дани с окрестных земель. Конечно, история Салхата не ограничивается только лишь строительством крепостных стен под эгидой великого темника. Близко к мамаевскому времени в городе строится один из интереснейших архитектурных объектов – мечеть Куршум-Джами, в переводе с крымско-татарского «свинцовая мечеть». Мечеть расположена в восточной части Салхатского городища по адресу улица Стамова, дом 38. Ранее она представляла собой купольную постройку. Ученые до сих пор не могут определить, что же дало название этой мечети, почему она называлась свинцовой. Возможно, что в ее названии отразился материал, которым перекрывалась полусфера купола. При раскопках объекта не обнаружены, подобно другим случаям, облицовочные глазурованные изразцы с бирюзовой поливой. По другой версии, подтверждения которой нет, расплавленный свинец использовали для скрепления камней в кладке стен. Прямоугольное в плане здание построено из рваного камня на известковом растворе. С севера вход в мечеть обрамляют пилоны портала. Здание поделено на две неравные части – северную и южную. В северо-западном углу сохранилось основание минарета. Прямоугольный северный зал был перекрыт 3 коробовыми сводами. Южный зал с михрабом в южной стене перекрывался куполом на парусах. Распор мощного купола погашался 2 парами контрфорсов у западной и восточной стен. Еще один контрфорс со стороны михрабной ниши на южной стене был расположен по длинной оси сооружения. По основным принципам планировки Куршум-Джами повторяет двухчастную планировку мечети Хаджа Хасан в Конии XIII века. Но в отличие от конийского прототипа, автор салхатской постройки отказался от 3 открытых айванов в северной части здания, вероятно по климатическим особенностям крымского предгорья, заменив их 3 закрытыми помещениями, из которых центральное расположил по длинной оси с учетом входного проема портала. Другое отличие связано с установкой минарета в северо-западном углу северного помещения, в то время как минарет Конийской мечети вынесен за лицевую линию восточной стены комплекса. В юго-западном и юго-восточном углах сквозь толщу стен проходят керамические трубы. Вероятно, это так называемые голосники. Они были необходимы для того, чтобы создавать особый звук в помещении при молитве. О заметном влиянии в Салхате суфиев или дервишей говорят и письменные источники. Тот же Азиз, расположенный на холме Кемалята, связывается с суфийским шейхом. К суфиям обращались золотоордынский хан Берке, мамлюкский султан Бейбарс, а конийский султан Изаддин Кейкаус II прибыл со свитой, в которой присутствовали дервиши, в том числе шейх Сары-Салтук. А сам румский султан был мюридом или последователем суфийского поэта Джалаладдина Руми. Вероятно, отсюда и проникает в Крым суфийский орден Мевляна. Суфизм известен как мистическое течение в исламе. Некоторые называют суфийские ордены мусульманскими монашескими орденами, что не совсем верно. Исследователи отмечают, что мечеть была построена в 1396 году как обитель дервишей. Случилось это вследствие благотворительной деятельности некой Байбуглы Хатун. Об этом нам сообщает Илья Челеби. Далее над сводом двери Текия Тахирбея такой тарих: «Во имя Бога Всемилостивого, Всемилосердного, построила это здание с именем султана величайшего из султанов арабов и неарабов, хана, сына Тахирбей-хана, да будет его правление благословенно и увеличено в мирах, Байбуглы Хатун, величественная особа и ничтожная рабыня Бога, дочь Танкатая, сына Кутлуга, сына Тимура, сына Бугабая». Видимо, эта акция имела большое социальное значение для жизни мусульманской общины Салхата. В 1398 году здание Текие было обращено в квартальную мечеть.
и, возможно, в это время получила новую облицовку михрабной ниши в южной стене сооружения. На этом первая часть передачи, посвященная древней столице Эскихирему, заканчивается. Город, воспетый в ярчайших произведениях исторической литературы, хранит еще огромное количество загадок, раскрыть которые нам с вами предстоит в следующих передачах. Спасибо, что были с нами. Сауланс, Салапнин Халанс.